Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодняшняя наша тема будет посвящать вот в чем вопрос. Платить за патент или не платить? Многие мигранты задаются вопросами, они до конца не уверены, что не надо заплатить 3 месяца. Вот после публикации 274 указа президента России у иностранных граждан появилось множество вопросов, основная часть которых про отмену платежей по патенту. Давайте с вами по порядку разберемся. Ответ на вопрос: нужно ли сейчас вносить авансовые платежи по патенту? Для начала данный указ предназначен для тех, кто на легальных основаниях находился в стране. На момент 15 марта для таких иностранных граждан действует заморозка. Сроков действия документов с 15.03 по 15.06. Это означает, что если ваш патент заключился 16.03, он автоматически продлился до 15.06. То есть не оплачивая налог по патенту до 15.06. Вы можете работать. Теперь разберем ситуацию, когда вы имеете действующий патент, срок действия которого, например, заканчивается после 15 июня, нужно ли платить за такой патент. Если вы планируете работать на территории России после 15.06, то оплату за патент совершать нужно. В случае, если в ваши планы не входит совершать трудовую деятельность после 15 июня, и вы собираетесь уехать 16 июня из России, тогда НДФЛ по патенту можно не оплачивать. Становится видно, что указ президента предназначен для тех иностранных граждан, которые действительно остались в стране без работы и денег и возможности выезда с территории России. Чтобы как только границы вновь будут открыты, такие иностранные граждане могут покинуть страну без нарушений. На тех иностранных граждан, которые живут и работают в России, поэтому имеют возможность в срок оплачивать свои документы. Данное послабление не распространяется. Если вам нужно оформить патент или у вас имеются какие-либо другие вопросы, наши специалисты всегда готовы вам помочь в любом миграционном вопросе. Для этого позвоните по телефону 8 812 242 1055. Мы соблюдаем карантин и работаем удаленно, поэтому вы все равно можете получить консультацию опытных специалистов и сделать заказ услуги онлайн, направив документы на нашу почту. Вот такие, друзья, сегодняшнее видео. И что вы об этом думаете, пишите в комментарии. Мы будем рады отвечать вам. Всего доброго.